новом пристрое 29-й школы столицы Якутии состоялась пресс-конференция главы города Якутска Евгения Григорьева с журналистами Якутии. Мэр Якутска кратко осветил итоги года городского округа город Якутск, который развивается по мастер-плану, утвержденному президентом страны и правительством России до 2030 года. 2024 год у нас подразумевался первым годом, по сути дела, исполнения мастер-плана. Построены и введены в эксплуатацию крупные проекты, в том числе проекты благоустройства города Якутска. Это прежде всего площадь Ленина, набережная реки озера Сайсары, набережная у реки, набережная имени нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Здесь также по линии реализации мастер-плана у нас в целом на данный момент, надо сказать, что реализуется 23 проекта, и они находятся в разной степени реализации. Какие-то объекты уже введены в эксплуатацию, например, объект, находящийся на территории Сайсарского округа, в Детям Азии, мы построили Юсушан. Какие-то объекты будут вводиться до конца года, например, вот это. И хотелось бы обозначить также то, что в 2024 году мы продолжили работу по поддержке 7 участников специальной военной операции. Эта работа окружной администрации находится на особом контроле. В эти минуты мы сейчас стучимся в каждую дверь, где проживает семья участника специальной военной операции, и передаем новогодние подарки для детишек. 2024 год также для нас ознаменовался рекордным количеством строительства социальных объектов. В городе Якутске одновременно никогда не строилось такое количество школ, спортивных залов, детских садов, как это сделано в 2024 году. В 2024 году мы продолжили работу по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». За год мы построили практически около 28 километров новых дорог, отремонтировали, построили. В 2024 году мы также продолжили программу активно по переселению из ветхого аварийного жилья, и практически до конца года мы выполним нашу программу досрочно. На данный момент программа республиканская выполнена на 97%. Осталось буквально около 40 квартир, которые необходимо переселить, и мы до конца года эту задачу должны выполнить. Был задан вопрос о проблеме Садового некоммерческого товарищества «Сатал» пригорода Якутска. Глава Якутска отметил, что вины в данной ситуации мэрии Якутска нет, муниципальные земли были отданы в распоряжение СНТ «Сатал». Управление товарищества распоряжалось муниципальными землями на свое усмотрение. По «Саталу» я не считаю, что здесь мэрия где-то ошиблась. Давайте объясню следующим образом. Вот смотрите, «Сатал» имеет две очереди, скажем так. Первые 8 кварталов, которые находятся в категории ИЖС. Под них были определены земельные участки для строительства объектов социальной инфраструктуры. Однако, эти земельные участки по решению управления «Сатала» были переданы третьим лицам. И сегодня на них находятся объекты, которые они продали людям. То есть это уже вопрос, который сегодня находится под следствием. Это раз. Поэтому в первых 8 кварталах нет обеспеченности детей объектами социальной инфраструктуры, поскольку были такие действия. Теперь вторая очередь, скажем так, все, что ниже 9 квартала. 9, 10, 11 молодежные квартала. В этих кварталах была проведена работа по изменению генерального плана. Далее, значит, это было сделано, поскольку люди по факту там уже начали строиться сезон. Значит, для того, чтобы привести в соответствие эти земельные участки, люди, которые построились, а по сути дела купили у «Сатала» эти земельные участки, что опять вопрос, как «Сатал» мог продать земельный участок, который не является его собственностью. Мы исходим только из интересов обычных людей. Вот для того, чтобы привести их в соответствие, сегодня действующее законодательство позволяет узаконить эти объекты только по решению суда. И вопрос, почему администрация здесь проигрывает, а она делает это для того, чтобы люди могли узаконить свои объекты. Вот не надо просто переиначивать. Здесь мы действуем в интересах граждан, которые построились
и попали в заложники в такую ситуацию, по которому сейчас возбуждены уголовные дела. Не переиначивай. Суд-то не я подаю, а мэрия. Но это делается для того, чтобы человек мог этим иском, который подался, получить ответ, что сносить нельзя. Дальше надо легализовать. Это делается так, это общее правило. Это везде так. Другого способа легализовать этот дом нету. Так гласит 222 статья Гражданского кодекса. Мы не настаиваем вот в этом вопросе, мы идем лишь для того, чтобы легализовать существующие дома людей, понимая, в какой они ситуации. Они попали под действие, которое сейчас квалифицировано как уголовная статья. Евгений Григорьев затронул важные темы по улучшению транспортной инфраструктуры, расширение сети теплых остановок, повышение заработной платы для водителей городского транспорта и тарифов на проезд в общественном транспорте. Я вам открою тогда для других один секрет. У нас по проездному билету самый дешевый тариф по России. Одна поездка стоит 20 рублей. И нигде такой дешевой цены больше нет. Это только у нас в Якутске. Если для сравнения, банковской картой проезд 40 рублей, за наличные 45, а проездной 20 рублей. Мы собираемся сделать следующую вещь. Многие совершают пересадки. И для того, чтобы пересадки были удобные, поставил задачу, чтобы в 2025 году мы поработали и внедрили систему, которая позволяла бы купить проездной по подобию тройки в Москве и в течение часа времени совершить бесплатную пересадку. Следующим этапом неминуемо нужно открывать 2 транспортных пересадочных узла. В южной стороне города Якутска в районе медцентра, а в северной части в районе аэропорта. И по возможности убирать с города Якутска пригородные и межмуниципальные маршруты. Центральная часть города, узкие дороги, переполнены, пробки, и это надо сокращать. У нас ежедневно порядка 50 автобусов заезжают из пригорода, межгорода, в центр города и выезжают. Они стоят в пробках, и так дальше. Там эффективность, если рассматривать, она и экономически неоправданна, и для людей долго, и загружает дороги. Тогда мы получим совсем иной эффект от транспортной связанности города, обеспечения разгрузки города. И, для всех, кто пользуется пригородными автобусами, мы сделаем тариф ниже, почти в 2 раза дешевле. Глава городского округа Евгений Григорьев ответил на вопросы журналистов с пониманием каждого задаваемого вопроса, предлагая пути решения. Самое большое ограничение в системе общественного транспорта – это водители. Сейчас нету водителей. В следующем году мы обязательно проведем дополнительную индексацию по заработной плате водителей в ЕПАКе, чтобы она стала еще более конкурентоспособной. У нас уже в ЕПАКе предоставляется общежитие. С 2025 года мы начнем предоставлять в ЕПАКе жилье для водителей семейных, кто из другого региона, либо района, либо не имеет жилья здесь в городе. На эти цели готовим порядка 20 жилых помещений. Мы запустим программу, которая будет работать над поднятием вообще престижа водителя и для всех, для частников, и для ЕПАКа. С точки зрения, я поставил задачу посмотреть, если нельзя по закону внеочередное обеспечить поступление ребенка в садик, то давайте просубсидируем поступление ребенка в частный садик. Давайте посмотрим над тем, чтобы у нас у водителей были соревнования, и по результатам этих соревнований мы лучших водителей поощряли за счет бюджета города Якутска санаторно-курортным лечением, материальным поощрением, что мы уже делаем, но еще большим охватом. То есть мы должны понимать, что водитель автобуса – это своего рода очень важный человек в жизни города Якутска, вообще любого города. Будем работать, и выступил с федеральной инициативой. Меня поддержали по линии Ассоциации городов Дальнего Востока и Сибири больше 10 мэров. Тема какая? Я выступил с инициативой, чтобы включить в перечень получателей льготной дальневосточной ипотеки водителей общественного транспорта, наземного общественного транспорта, для того, чтобы у людей была возможность получить льготную дальневосточную ипотеку, что, конечно же, являлось очень большим подспорьем для выбора профессии водителя общественного транспорта.
По итогам пресс-конференции 2024 года прошел успешно для столицы Якутии и стал первым годом реализации мастер-плана города. В столице Якутии начались отчеты управ городского округа город Якутск. В новом общественном центре состоялся отчет управы строительного округа. Руководитель управы Андрей Петров представил развернутый доклад о работе управы. Ответил на вопросы жителей округа. В отчете приняли участие депутаты Якутской городской думы и народный депутат Государственного собрания Илтумен Якутии Иван Данилов. Больше доверия стало. Приемы начались постоянно. Вот, у нас депутаты никогда не сидели в кабинетах у нас в управе, да, и чтобы к ним можно было зайти и с какой-то проблемой обратиться. А сейчас у нас это все в доступности стало, и то, что говорят, да, вот наши депутаты работают, вот мы увидели, и сейчас на отчете они каждый сказал свой, как говорится, результат. Я вам честно скажу, жители округа, они сразу определяют, какой человек. Жителей вы никогда не обманете. Ну и поэтому мы стараемся быть реальными в своих словах, не обещать, реально стараемся работать. Ну, по мере своей возможности, конечно. Люди сейчас, чтобы не было вот таких моментов, на звездные жалуются, туда жалуются, на переселение жалуются. Ну, тут работу надо усилить. Тем более в тылу. Мы находимся в тылу в таком моменте, сейчас в геополитическом моменте. В тылу должны... Без никаких проблем должны работать люди. Чиновники тем более. В тылу должны работать жестче, жестко, справедливо. На мероприятии присутствовали около 100 человек, включая жителей округа, представителей местных организаций, ветеранов, общественных активистов и гостей. В ходе мероприятия награждены активные жители и общественники строительного округа Якутска. С выходом, то, что наш новый глава, наш строительный округ стал преображаться. Ну, действительно, отчет прошел очень плодотворно. Андрей Владимирович очень подробно отчитался о проделанной работе. Действительно, округ с момента вступления его в эту должность начинает процветать. То есть заметная положительная динамика роста в том плане, что благоустройство территории, вывоз снега, талые воды откачивают. Действительно, работа ведется очень плодотворная, большая, это видно. Недостатки будут всегда, и я думаю, что мы справимся, если будем все вместе работать, объединим усилия. Отчет прошел успешно и позволил жителям лучше понять проделанную работу и планы на будущее развитие округа.